Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что ждет в личной жизни до конца месяца? Загадайте, пожалуйста, на себя. Проговорите свое имя, дату рождения. Так и спросите, что ждет в личной жизни до конца месяца. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень много мостов у вас повыходило. Но мосты — это союзы, это встречи, это новые знакомства, это восстановление общения между людьми. Да? Примирение, опять же таки, тоже все относится к мостам. Мосты у вас как и по правой стороне, так и по левой стороне. Будет очень много встреч и разговоров. Мосты не крутые. Это хороший знак, то есть повышенных тонов я не вижу. Наоборот, очень спокойные, такие, знаете, добрые, открытые, дружелюбные разговоры. Это то, что вас ждет. Для тех, кто в семье, у кого есть пара, постоянный партнер. У вас конец месяца — это время отдыха, время, когда вы можете расслабиться, когда уходят тревоги, когда вы спокойны, когда ваш партнер спокоен, когда люди живут в мире. В мире нет повода поругаться. А даже если он есть, люди обходят эти поводы. Они не хотят сотрясать воздух, они не хотят дискомфорта. Наоборот, мы хотим жить спокойно, наслаждаться друг другом, и пусть весь мир подождет. Хорошее время. Время, когда не горят и не бушуют страсти. Да, возможно, пришло время немножечко и от страстей тоже отдохнуть. Я вижу, что вы больше будете переключаться на духовную близость. Да? Вы будете много общаться, строить планы, что-то обсуждать, о чем-то договариваться. И все эти разговоры, они действительно будут такими, знаете, милыми, уютными, комфортными для вас, понимаете? Не надо никого заставлять. Человек идет навстречу, человек открыт, наоборот, даже старается где-то там лишний раз проявить нежность, лишний раз проявить заботу. Даже какие-то моменты мужчина будет брать на себя. То есть вы пришли уставшая с работы, он видит, что вы уставшая. Он говорит: милая родная, я раньше освободился, что-то приготовил вкусненькое, да, либо там видел, глажка у тебя, решил погладить, либо там посуду помыл, да, что-то там убрал, почистил. То есть какие-то мелкие приятные сюрпризики такие будут от мужчины. Что касается подарков, я так скажу, мелочь, но приятная, да, там конфеток может купить, там цветочек аленький, так скромненько, но с душой, со вкусом приятно будет. Так, если были конфликты, сойдет все на нет. Все сойдет на нет. Здесь, знаете, как-то потихонечку, полегонечку прям уйдет напряженка. У вас конец месяца, особенно это время, когда вы друг другу очень рады, когда вы друг другу создаете действительно очень хорошие, комфортные условия. Я вас поздравляю, замечательно. Наслаждайтесь моментом, отдыхайте и старайтесь не нагнетать. Видите, что мужчинка старается? Лишний раз похвалите, улыбнитесь ему, не знаю, за щеку его подергайте, по голове погладьте. Молодец. Это будет правильно. Так, для тех, у кого отношений нет. У вас идут разговоры, у вас идут знакомства. Тут как и знакомые уже вам мужчины, так и новые какие-то мужчинки будут появляться. Особой активности, динамики я не вижу. Всплесков не вижу, остроты не вижу, страстей не вижу. Наоборот, время есть с кем провести, на свидание есть с кем сходить.
пообщаться есть с кем. Вот. Вы вот прям, знаете, как солнышко, да, солнышко, оно ведь для всех светит. Вот и вы так для всех будете светить, греть мужичков своим сиянием, они будут стараться вам тоже делать приятное. Кстати, девочки, кто без пары, кто без брака, здесь вот мужчинки действительно будут для вас стараться, какие-то услуги оказывать, какие-то дела делать, помощь, да, как-то вот быть нужными и полезными для вас. Не стесняйтесь этим пользоваться, не стесняйтесь. Я вижу, что здесь мужчинки вас окружают плюс-минус порядочные. Ну, по крайней мере, в это время будут вести себя очень крайне порядочно. Ничего тут от вас просить, требовать не будут, на интим склонять не будут, там, я не знаю, приставать наглым образом тоже не будут. Ну, радуют, радуют. Поэтому не стесняйтесь, если нужно что-то поделать, вещи перевести, там, мебель подвигать, автомобиль поремонтировать, обращайтесь. Каждый будет рад вам услужить, каждый будет рад вам быть полезен. Замечательное время. Так, девочки, кто в любовных треугольниках. Что-то вот будет происходить, вот тоже похоже как отдых, да? Может быть, ваш этот возлюбленный куда-то уедет, в какую-то командировку, может быть, по делам куда-то уедет. Я не вижу тут особо плотного общения, скорее вот звонки, переписка. Но вы особо не нервничаете. Вот вы знаете, что он где-то находится, там, ну, например, не с другой женщиной, а где-то по делам. И вы совершенно спокойно себя чувствуете. Вы общаетесь, вы что-то там планы строите, договариваетесь. Ну и, конечно же, скучаете друг по другу. Так, девочки, кто в браке, у кого есть любовник, потому что у меня тут тоже такие присутствуют. Может быть и немного, но есть, я это вижу. Значит, девочки, как-то вы пересмотрите свое отношение к супругу, ну, проявится, постарается проявиться, порадует вас. Вот. А по поводу любовника, наоборот. Вот прям почувствуйте, что вы к нему немножечко поспокойнее стали относиться, что нету вот этого прям пожара, что ох, я без него не могу, хочу к нему, прям тоскую. Нет, это уйдет. Прям начнет потихонечку от вас отходить, это наваждение, эти страсти отходить. Вы успокоитесь, понимаете? Кто-то, кстати, из девочек даже и переоценит всю эту ситуацию и, ну, все-таки как больше к мужу склонится. Вот честно, да. Прям скажете, слушайте, ну, у меня и муж неплохой, да, зачем мне этот любовник? Вот. И можно еще и с мужем пожить, да, и отношения свои выровнять и построить, укрепить, я бы даже сказала. Так, у кого были приставания? Вот у кого-то были приставания, я так понимаю, на работе. Приставал к вам кто-то на работе. Коллега, начальник, не знаю, служащий кто. Какой-то мужчина приставал. Сменит тактику, девочки, сменит тактику, приставания уйдут. Тут либо будет пытаться вызывать ревность, ну типа к другой женщине будет приставать, а ты вот смотри, видишь, на тебе свет клином не сошелся, я себе там другую музу нашел. Будут какие-то провокации устраивать, ну а вы будете просто смотреть и над ним посмеиваться. Вот, уйдут приставания. У кого-то отыграется, что мужчина на какой-то разговор пойдет вот в плане того, что все, я больше приставать тебе не буду, я все понял, отползаю, да. Но ты знай, я тебе друг, я там всегда там за тебя, с тобой помогу, подскажу, да, ну меняет человек тактику. Это не значит, что он от вас отстал. Это значит, что он будет пробовать по-другому. Так. По бывшим. Ну, кого-то бывшие прям выныривают из глубин прошлого, бывшие выныривают. Кто-то будет бывшим очень рад. Прям очень, действительно будете рады. Человечек, так, знаете, появится и не с пустыми руками, и с подарками, и с хорошими словами, с нужными словами, с правильными словами появится. Ну, так хорошо пообщайтесь, так наладите с ним, ну, как-то вот даже войдете, вернее, не войдете, выйдете, да, на какой-то новый уровень общения. Кто-то вот со своим бывшим выйдет. Кстати, очень много будете времени вместе проводить за какими-то беседами, либо за какими-то совместными делами. Для кого-то бывший, ну, как кость в горле, да, вы боитесь его, вы его не хотите, вы не желаете этой встречи, а он возьмет, да и появится. Появится, причем
очень похоже на случайное появление, то есть случайная встреча, как судьба вас столкнет. Вы будете в шоке, каким он стал и что с ним стало. Да, главное, что с ним стало. Какой-то прям сюрприз вас ждет. Не могу сказать, что неприятный, но и не могу сказать, что приятный. То есть вы скорее будете шокированы, да, вот что с ним стало и каким он стал. Как-то его сильно там жизнь покрутила, побила. Даже в какой-то момент, наверное, почувствуете жалость. То есть страх перед этим бывшим, он навсегда уйдет. Да, потому что с человеком что-то с этим переключилось. Вас специально с ним столкнут, чтобы вы посмотрели, что бояться вам больше нечего, некого вам бояться. Да, вот именно таким образом. Так, девочки, кто долго ждал от мужчины каких-то действий, выплат, например, алименты, либо чтобы мужчина, допустим, там вещи свои забрал, либо наоборот ваши отдал. Какое-то действие мужчина должен был совершить. Вы очень долго ждали. Это тоже вот связано с бывшими. Через доверенное лицо, через третье лицо человек сделает. То есть через кого-то передаст, например, алименты, либо через кого-то передаст вам вещи. Он не пойдет лично на контакт, вот, а вы этому будете очень рады, потому что тоже желание особо с ним встречаться, видеться, портить свою нервную систему, ну, я у вас не вижу. Не вижу, наоборот, знаете, как даже выдохнуть, скажу, слава Богу, что я его не увидела, что через кого-то он передал. Так. Судьбоносные встречи. Судьбоносная встреча у вас будет с человеком постарше, чем вы, гораздо постарше, чем вы. Очень похоже на знакомство, но я не вижу, к сожалению, продолжения. Ну, наверное, продолжение будет в следующем месяце. Вот прям под конец месяца, женский день. Женский день — это у нас получается, что среда, пятница и суббота. В женский день идет знакомство, именно уже знакомство. Вот. Мужчина гораздо старше, чем вы. Мужчина такой вот прям, знаете, авторитетный, такой прям сила от него. Вот прям показали его львом. Может быть, он под знаком льва рожден. Вот такой сильный, серьезный, да, царь зверей. Может быть, грива у него, да, много волос, да, похоже на гриву. Либо вам он покажется похожим на льва. Ну, человечек, конечно, огонь. Вот у вас идет знакомство, именно уже знакомство с этим человеком. Вот. Кстати, будете очень взволнованы, но вот как почувствуете, что это знакомство, оно действительно судьбоносное. Вот, интересно. А знаете, что интересно? Вы, скорее всего, не будете готовы к этому знакомству. Ну, допустим, да, вы обычно без макияжа на улицу не выходите. Да, вы всегда там продумываете свой образ, свой стиль, стараетесь, ну, там, конечно, там не как там, где в Милане одеваться, но тем не менее, чтобы выглядеть прилично. А тут вы как-то будете то ли не накрашенная, то ли вы опаздывать будете, как-то не особо заморочитесь по поводу лука. И это как раз произойдет знакомство. Значит, не переживайте. Наоборот, все так подстроено, чтобы этот мужчина увидел вас такой, какая вы есть. Вот без всяких лишних там прикрас и украшений. Это очень важно. Тут хитрый план и задумка судьбы. Так что не паникуйте, не старайтесь что-то там подправить, подкрасить. Не надо, девочки. Максимально будьте естественной и максимально будьте спокойной. Вот. Он будет видеть не внешне, он будет видеть именно внутреннее. Он будет видеть вашу душу. Это очень хорошо, что будет именно такое знакомство. Так. А здесь я вижу какие-то гуляния, какой-то праздник, какое-то мероприятие. Веселое мероприятие, но вам почему-то будет не весело. И я так понимаю, что это встреча либо с подругами, либо с родственниками. Как-то будут пытаться вас женщины задевать какими-то неудобными разговорами. Это не критика,
это не критика, это какое-то странное желание помочь, либо донести до вас какую-то информацию, но для вас это будет неприятно. Смотрите, мужчины вас радуют, мужчины вообще умнички, лапочки, зайчики, смотрите, какие хорошие, все благородные, стараются. А вот женщины немножечко вас будут огорчать до конца месяца. Какие-то высказывания со стороны женщин. Это могут быть действительно как и подруги, так и родственницы, начальницы, мамы, бабушки, тети, да, ну они же с ними. Что-то вам будут женщины говорить, и вам будет это неприятно. Причем они будут вам это говорить, ну, я не знаю, либо одно и то же все вместе, либо постоянно вы будете это слышать в свой адрес. Не реагируйте круто, не реагируйте громко. Старайтесь просто кивать головой, ну, типа, да, я все поняла, я согласна, ну вот, ну что, ну так получилось, я исправлюсь. Вот. Не вступайте в полемику, не старайтесь никому ничего доказать, все равно не докажете, а еще больше усилите желание этих людей вам помогать. Да? То есть скажут, о, значит, реакцию дает, значит, надо дальше ее там обрабатывать, уговаривать, либо подталкивать. Хотите, чтобы от вас отстали, соглашайтесь, кивайте, говорите, да, все поняла, все буду так и делать. Вот это лучший выход. С женщинами лучше не ругайтесь. Не ругайтесь, ругаться не надо. Особенно вот последние несколько дней месяца старайтесь вообще избегать всех ссор, особенно в семье. С мамами, с бабушками, с сестрами, с тетями, да, вот, со своими близкими, с дочками. Не ругайтесь от слова совсем. Вот всеми возможными способами и средствами избегайте ссор с близкими, родными женщинами. Это очень важно. Так. Девчонки, кто ждет? Я вижу, что кто-то ждет у меня очень сильно мужчину, либо от мужчины вот чего-то ждете, вот какую-то весточку, сообщение, звоночек. Очень ждете. Но вообще вы его ждете, но хотя бы что-то о нем узнать. Вот где-то числа вот 20-23, но это не от него, это про него. Вы что-то узнаете, либо получите какую-то информацию. Вы ей не верьте. Вот то, что вы услышите, узнаете, это неправда будет. Неправда. Почему вам идет эта информация, интересно? Знаете, вот как змеюка какая-то вам эту информацию либо подкинет, либо сообщит, либо, знаете, как даже как анонимка какая-то. Вот, желание вам сделать больно или даже отомстить за что-то. Ну, какие-то нехорошие, глупые люди могут так поступить. Ту информацию, которую вы получите, это неправда. Откажитесь от нее, не видите ее, не слышите и блокируйтесь от нее. Вот это правильно. Не дайте себя ранить сердце. Не дайте. Все будет по-другому. Эта информация абсолютно лживая, и она направлена, знаете, как копье вам в сердце. Вот такая цель, понимаете? Есть такие люди, которые этим занимаются. Вот, поэтому не принимайте. Это неправдивая информация, еще раз повторюсь, неправдивая. Так, и еще важный момент. Женщина, кто с иностранцем общается, ну, у вас там все уже на брак идет, да? Этот мужчина вас чем-то ухитрится порадовать. Как-то ухитрится вам то ли цветы заказать, то ли какой-то подарок вам переслать. Ну, прям как символ идет, как доказательство, что любит. Очень приятно будет. Вот вы совсем не ждете, извините, что я вам спойлер сделала, но я вижу, что вы сейчас почему-то в каких-то грустных мыслях, почему-то вам кажется, что он несерьезный, что он с вами играет, что он вас обманет. Нет, девочки, он вам докажет. Он вам докажет, ну, просто что-то невозможное сделает. Как-то он вас подарком именно порадует, именно с расстояния. Это не деньги, это именно что-то такое красивое. Ну, может, знаете, как цветы и какой-нибудь там кулончик, колечко, браслетик, да, что-то вот такое
красиво пахнет, приятно, и вы счастливы. Вот это я вижу. А сейчас не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Да, вы друг друга не всегда понимаете, но тут понятно, тут и менталитеты разные, и говорите вы на разных языках. Вот. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Не накручивайте себя на дурную, и там поменьше слушайте всяких неудачниц и вот такие, знаете, хайповые истории, когда у людей все плохо, с иностранцами получается. Это не про вас, это не для вас, и не забивайте себе дурным голову. Все будет хорошо. Этот мужчина себя покажет, он проявит, и он вам докажет серьезность своих чувств и намерений. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.